Всем привет, меня зовут Аина, и сегодня мы с вами снова поговорим о кино. Не думала, что я вернусь к обзорам так быстро и скоро, снимать что-то хочется, а идей не было. Но тут подвернулся такой хороший случай. Данное видео не несет никакого конструктива, я не хотела никого обидеть, уж тем более обосрать, поэтому дисклеймер. Сомнительно, ну окей. Погоди, ты знаешь, что делать? Поставь лайк и подпишись на канал по-братски. Короткометражный фильм «Часы, картина и цветок», 2023 год. Режиссер Евгений Слепцов. Жанр – психологический триллер. История повествует о молодом парне, который ведет обычную жизнь. Он работает, зависает с корешами, играет в игры, но постепенно их безоблачная жизнь начинает накрываться серыми тучами. Они узнают, что в их городе орудует серийный маньяк. И каково же было удивление нашего главного героя, когда он узнал, кем на самом деле является маньяк. Ну, довольно жестко, интригует. Но на самом деле узнать, кто маньяк, довольно просто. Достаточно посмотреть на афишу фильма. Все-таки недаром был назван фильм именно таким образом, потому что часы, картина и цветок имеют кое-какой смысл в фильме. Два элемента точно имеют смысл. Цветок и часы. А насчет картины... И еще я немножко не поняла, как читать название фильма. В афише написано «Часы и картина и цветок». В самом фильме тоже «Часы, картина и цветок». В названии видео на ютубе «Часы, картина, цветок». А все почему-то говорят «Часы, картина и цветок». Ну, в общем, это, наверное, было такое дизайнерское решение. Не знаю. Ну, в целом, все, конечно, понимают, как правильно читать название, я просто это докапываюсь. И интересный факт. Это уже второй фильм, где автор называет свои фильмы подобным образом. И, скорее всего, у него уже такая фишка, не знаю, потому что первый фильм он назвал подобно также 3 существительными: «Куртка, Сёги, 2 мента», подобно фильму «Карты, деньги, 2 ствола». Начальные кадры сразу дают нам понять, что бежит какая-то девушка и что за ней кто-то следит. Но это было такое отступление. Далее начинается история. Давайте познакомимся с нашими героями. Джулус. Так зовут нашего главного героя. С виду самый адекватный чувак из всей компании. Друг Джулуса – Балабол. У него нет имени, поэтому имя даю я. Такой весь заряж и пытается создать настроение вокруг, и балаболит без конца играет. Ну и девушка. Так вот, ребята решили пойти попить кофе и по дороге обсудить очень важные вещи. Как ты относишься к афроэльфам? А? Афроэльфы. Не темные эльфы, а черные. Афро. Хуево. Я тоже. Наш главный герой обратил внимание на цифры. Как потом оказалось, это были шаги на его часах. Ну и в общем, у киоска стояла девушка, которая делала для них кофе. И оказалось, это была девушка, на которую запал наш главный герой. Но почему-то он прошел мимо киоска, стоял, ждал, пока сделает кофе. И узнал эту девушку не по лицу, не по голосу, а только по татуировке на руке. Хорошего дня. Спасибо. Пока. Пока. Заебало. Ее показали так быстро, что я даже не успела запомнить ни лица, ничего. В общем, как будто нашему главному герою насрать на нее. Далее идет классный переход и вставка жуткого момента. Пока мы не знаем, что это такое. Наши ребята доходят до офиса, и Джулус делится со своей проблемой. Ему снится один и тот же сон. Короче, в этом сне я один в лесу, вокруг только деревья, темнота, и видишь, ощущение такое, как будто кто-то за тобой наблюдает. Вот затылком же чувствуешь. И вот есть это чувство, я начинаю идти, я бегу, за мной тоже кто-то начинает бежать, я спотыкаюсь и потом просыпаюсь. Вот такой вот сон. А потом происходит вот это. Да, а так вот так. Минимет. Заебисти. Заебись. Давай. Бирки. Огромный респект переходам. Где-то здесь будет счетчик хороших переходов. Маньяк! Амана! Да блин, ты что не знаешь, как мы окружной дичь? Пошел, бля. Чавада. Отчакурек дайпер, что ли? Соқанды мені бар бақыт олбарас болыма. Кыргыттар уже кеден тураллар. Кемнағы yol тұрып бітіргер әрейем. Bilbekkin enkilere. Өссі йол білбәчі ұйты барадағын. Қосағының сабыларын кереті, саман сайымыд бүтәқтәті, күйіммүд жа үгін келләк сәрәқтәқ бол. Оғоба,
кереңардага боти ананар. Жанты бейсанарға ваккабыт эхаранан анхаров, толрутгара сайынғы вайп денерыны бәләх унабыт. Погнали! Если вы не поняли, тут нам буквально вдалбливают информацию, что на окружном шоссе убили девушку и появился маньяк. Наши главные герои узнают о маньяке в баре, когда они сидят и чилят, и разговаривают на эту тему. Но вместо того, чтобы поддержать их третьего друга, как-то развить тему, там, как-то попугаться, побояться, наши главные друзья Джулус и Балабол советуют просто забить хер и затыкают рот третьему другу. Ты на окружной живешь? Нет. Или, может быть, ты девушка молодая? Пошел, блядь. Тогда возьми пиво, бери джойстик и не еби мозги, пожалуйста. Мы пытаемся отдохнуть после работы. После работы, Тебе да. тоже не помешало. Не начинай, да. Итак, мы дошли до важного момента. Наконец, этот долгий день подошел к концу, и наш Джулус ложится спать. Ведь его беспокоили сны. Давайте же узнаем, что же его беспокоит. Ну вот этому кадру я отдаю свой респект. Это было мощно. В общем, это был дурной сон. На следующее утро главный герой снова замечает намотанные шаги за ночь, которые он не делал, и говорит об этом другу, на что Балабол советует весьма разумную штуку – посмотреть локацию на его часах. Далее его друг традиционно собрался пойти за кофе, однако Джулус отказался и решился остаться, чтобы проверить шаги на часах. Ладно, чак, погнали, кофе выход. Да я посижу пока. Чуть попозже пойду. А? Не, я потом. Корбаканда? Ага. Ну там же будет... Ладно, лбапанье, короче, ча. Ай. И снова подтверждение моей теории. Он отказался видеться со своей вот этой вот, ему пофиг на нее. Ну ладно, что же там было на этих часах-то? Нам этого, конечно же, не показали. Показали то, как Балабол пошел за кофе и узнал, что девушка не вышла на работу сегодня. Вернулся в офис, а там никого. Джулус куда-то сбежал. А сбежал он покупать энергетики и не спать всю ночь в квартире. Немножко странно, потому что когда ты дома один, уснуть намного проще, наверное. Ну так и произошло, он уснул. Снова попал в дурной сон, но на этот раз, видимо, его очень сильно вштырило после стольких банок энергетиков, что он оказался в поле с молотком, и рядом с ним стояли все его жертвы, и маньяком оказался он сам. Мне кажется, этот фильм был снят чисто ради переходов, потому что столько переходов и столько заморочек в этих 17 минутах, просто глаз просто ликует от увиденного. И кадры во время титров тоже просто песня. Похоже, прям кадры с какого-то как будто клипа. Ну и давайте перейдем к самому анализу всей этой штуки, которую я только что вам рассказала. Фильм снят и смонтирован довольно хорошо. Я бы сказала, даже очень. Видно, что прям заморочились, чтобы прям глазу было приятно на это все смотреть. Но, однако, история вышла, ну, на мой взгляд, немножко недосказанной. Сценарий никогда не писала, но как зритель, да, мне чего-то не хватило в этой истории. И знаете, почему я максимально аккуратничаю, говорю всякие предупреждения, чтобы, не дай бог, там, типа, никого не обидеть? Ну, потому что это творчество, и в этом фильме работал не один человек, а много людей. У каждого человека свое мнение, поэтому, всякое может быть, да. Давайте попробуем подумать, почему остается такое послевкусие. Скорее всего, это из-за того, что мы очень мало сопереживаем героям. Эмоциональной привязки так таковой не было. Ходит маньяк, делает там свои дела, и нам как-то, по барабану. Ну ладно, мы можем допустить, что чисто был сконцентрирован на внутреннем мире Джулуса, о его вот этой маньячности, потому что все-таки жанр психологический триллер. Однако Джулуса тоже мало сопереживаешь, потому что по его действиям и поступкам мы мотивы его ценности никак не можем понять. Он с виду самый простой и обычный парень. Мы не знаем, что для него важно, чем он жертвует, какие у него там принципы, как он к этому относится.
Мы это, ну, не знаем. Ему чисто пофиг было весь фильм, как будто бы. И вообще, почему он маньяком стал, мы этого тоже не знаем. Скорее всего, ну я надеюсь на это было такой затравочкой для второй части фильма, потому что во второй части фильма можно столько всего раскрыть, например, рассказать вторую сторону Джулуса, допустим, рассказать и показать, почему он отправляет в мир иной именно девушек, тем самым раскрыть его триггеры, его травмы и объяснить его именно ночное поведение. Как он стал таким маньячелой, почему он забывает все на утро, в него вселяется по ночам какой-то злой дух, или же это его вторая личность. Ну и девушка, вот это самый размытый персонаж. По сюжету, на самом деле, она была довольно важной фигурой, потому что она бы служила неким эмоциональным якорем для нас, зрителей. Но на деле была бы она или не была бы, все равно бы в конечном итоге Джулус сам узнал бы, кто он такой на самом деле, и девушка никакую роль в этом не сыграла. Девушек было много, но запал он почему-то именно на одну. Было бы интересно узнать, почему он влюбился в нее чисто из-за татуировки, или же она обладала какими-то качествами, или же она напоминала ему кого-то из прошлого. И почему именно цветок? Если говорить в общем, то история целостная, ну, немножко имеет свои дыры. Просто я докопалась до всего подряд. Знаете, вот актеры меня приятно удивили. На них смотришь, ну и как-то веришь. Говорят хорошо, без акцентов. Ну и, конечно же, большой респект оператору и монтажеру. Айсан, ты зверь. Ну, все-таки классно, что у нас в республике есть такие заряженные ребята, которые вывозят все на собственной инициативе, своей энергией, своим желанием, со своими горящими глазами, со своим энтузиазмом и делают такие классные вещи. Не имея профессионального опыта и больших бюджетов, все равно получается создать какой-то качественный продукт. За это, конечно, респект. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И, конечно же, если ты досмотрел до этого момента, то ты герой. С вами была я, Аина. Пока. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться.